Друзья, добро пожаловать в третью часть наших колымских приключений. Мы добрались до берега Охотского моря, поселка Ивенск. И еще не знаем, что путь наш проляжет гораздо дальше. Туда, где заканчиваются любые дороги, и начинается бесконечная северная тундра. Там, на самом краю Магаданской области, у границы с Камчаткой, затерялся маленький корякский поселок, где живут всего около 20 человек. Без декораций, без фильтров. Жизнь, как она есть, на крайнем и суровом севере. Мы сломали танк, ранили Тайсона, но все равно дошли до конца. Итак, добро пожаловать в мир тундры, ветра и настоящего севера. Мы в Ивенске, небольшом поселке городского типа на побережье Охотского моря, административном центре Северо-Ивенского района, Магаданской области. Эти места называют буквально краем земли. Здесь, у устья реки Большая Гарманда, бескрайняя тундра встречается с холодным морем, а следы цивилизации словно растворяются среди сопок и снежных просторов. Сегодня тут живет около 1500 человек. Гораздо меньше, чем во времена расцвета советской Колымы. Жизнь по-прежнему тесно связана с природой и морем. Охота, рыбалка, оленеводство, сбор ягод и грибов – все это остается частью повседневной жизни местных жителей. А суровое Охотское море и северная погода до сих пор задают ритм жизни этого поселка. До ближайших крупных городов сотни километров. Постоянной дороги в Ивенск нет. Зимой сюда ведут только зимники, а летом добраться можно лишь морем или по воздуху. Но мы добрались сюда не только насладиться пейзажами. Наша миссия – доставить детям поселка новогодние подарки от елки желаний. Мы сюда приехали по простой истории. Вот эти подарки, которые в рамках проекта «Елка желаний», мы привезли сюда детишкам. Поэтому сейчас мальчику и девочку просто подарим подарки, которые приехали, как здесь говорят, с материка. Пойдемте. Мы к вам. Его можно обнимать. Это тебе. Утром, гуляя по Ивенску, мы обратили внимание на очень странное. Снега крайне мало. Это подтвердил нам за завтраком местный житель Иван, который с детства живет здесь и понимает климат лучше многих карт. В этом году снега действительно мало, говорит он. Родители в осенне-зимний период отправляют детей на учебу, то есть в поселок Ивенск из тех сел, где отсутствует у нас школа. Это Гарманда, Гижига, Топовка, Верхний Парень. Да, оленеводческие бригады. Вот. Также отправляют и детей из труднодоступных оленеводческих бригад. Завоз их осуществляется вертолетом, так как дорог у нас сообщения нету с селами. Да, сам я с интерната проживал в конце 90-х, в начале 2000-х в интернате и знаю, в каких условиях должны проживать дети, к чему их направлять, ну и к чему, чтобы они стремились. Они обеспечены полностью всем необходимым. В тех условиях, в которых я проживал, по сравнению с теми временами, они живут в комфортабельных условиях. Ну и, конечно же, обязательно посещение у нас школы с ребятами, общение. Богдан расскажет о проекте «Хранители Севера». Мы шли в школу, а здесь приготовили целый концерт вообще. Собрались дети, и я вот всегда говорю, что чем более труднодоступный населенный пункт, чем более он отдален вот от основной какой-то цивилизации, тем дети более искренние, их эмоции более открытые. Вообще, посещая такие места, опять начинаешь верить в чудеса. Поэтому тут хорошо, очень хорошо.
Сделав обязательную часть нашего приезда в Эвенск, не теряя времени, мы быстро едем разведать обстановку с Зимником до границы Камчатки. Нашему пытливому уму путешественника-исследователя эта ситуация с малым количеством снега не дает покоя. Едем в гараж к ребятам, которые возят продукты и топливо в Верхний Парень на вездеходах. Они владеют самой достоверной информацией. Снега нет вообще, да? На Парене вы доедете или в Парене? От Парени до перевала. А там дальше. Качка же. Все равно там она. Нет, что будет? Нет, Переметы будут. Я имею в виду вот именно по самой дороге сейчас. Такого покрытия, как по поселку? Да. Такого нет. Вот сейчас ты выезжаешь и Будет вот так вот. Все, сейчас отсюда поднимем. Отсюда поднимитесь вот так. и сразу. Ну, еще до Гириги. Там вообще не разгонишься. Вот рубить. Вот рубить. Да? Я просто в том году туда приезжал еликом. Чего был построен и заехал только взять на гид. Для любого автопутешественника это не просто факт, а вызов. Потому что в Арктике есть один неписанный закон. Ты можешь планировать маршрут, собирать экипаж и мечтать о дороге. Но если природа не позволит, ты не проедешь. Здесь, на краю света, понимаешь, удача и везение важны не меньше навыков и техники. И с этой мыслью наше путешествие только начинается. Поворачиваем направо, а это значит, мы движемся на восток, чуть северо-восток, скажу точнее, на поселок Гижига. До поселка Гижига у нас будет зимник, но зимник такой не чищенный, а стихийный зимник. Задача добраться до Гижиги, и после Гижиги, там по местности посмотрим, будем пробиваться до Парени. Кого не ожидаешь, что тут лошадь увидеть? Все. Только выехали, сразу началось. Пушкин так и сказали. Это зимник, это такой стихийный зимник, весь в качкарниках. Будем ехать медленно, но верно. Это будет, мне кажется, очень Глубоко ночью туда доедем. долго, да. Такие встречи с дальнобойщиками на встречу это самые-самые лучшие информативные встречи, потому что они знают состояние дороги, как, что, где, как. Самое это вот ехать по качкарнику. Километраж маленький, но целый день будешь ехать. Друзья мои, у нас навстречу идет уже третий КамАЗ, третий трехосник со стороны. Это значит, что ребята оттуда сюда едут. И то, что сейчас в гараже нам ребята говорили, что где-то будет надуто, там будет колея, значит, вот этого не будет у нас, потому что 3 КамАЗа проехали, это уже пробитый нормальный след. Нам, значит, немножко повезет. Да, в таких местах я еще на машине не катался. Возможно, сейчас у нас налет первый будет. Вот спускаемся к речке.
Ничего себе. Это дорога, да? Ребят, добро пожаловать на населенный пункт Гижига. 2,5 часа по Качкарнику, по тундре. Вроде расстояние не маленькое, но потратили 2,5 часа по факту. Ну, приехали в Гижигу. Заезжаем. Вот это точно. Зрелище такое. Детская площадка. Коварное место на самом деле. Там был наледь, она замерзшая была, большая машина чуть его сломала, но она успела замерзнуть и окрепнуть под наш вес. Если бы там мы бы его проломили, ну чуть-чуть, наверное, здесь вот некий такой спецучасток был бы у нас, потому что там лед уже толщину набрал. И она с диагоналкой, с выходом на такой на косой поворот. Это достаточно препятствие для машины. Тут реально-то можно у нас будет так. Светит, Опять прохладненько, да? Как тепленько днем было, и опять. 38 показывает. Вот так. Скорость немыслимая, 80 км в час. Я понимаю, что меня шикарит. Стоп. Чуть назад, вот на полкорпуса. Давай, давай. Как говорил мой дед, командная работа и любая ситуация, даже самая сложная, решается очень быстро. Все целое, без последствий. Боялся за то, что здесь продавит. Все нормально. Вот так. Там не подъехать так. Это Ну, кажется, машину стягивает сразу. Ровно заходил. Я боком бы тут раскорячил, и мы тебя вообще был до весны бы тут бы. Был бы С риск. паводком бы ушел бы куда-нибудь туда, на Да Камчатку. нет, чтобы развернулся, любой спокойно. Я бы не делал так. А чё? Ребят, поехали, бесплатно. Давайте, поехали. Ну что, наше первое такое серьезное препятствие на этой дороге. Ну, скажем так, она не серьезная, а полусерьезная, потому что у нас первая машина за счет короткой базы она сама выехала, а мы там чисто немножко помучились из-за того, что база длинная машина, и она носом просто в землю уперлась. И поэтому чуть-чуть пешной надо было поработать. И пешной поработали, машина сама вылезла. Серьезно, когда уже вспомогательными средствами машину вытаскиваешь. А тут как бы командно слаженная работа. Всё, Ох, вот. это уже колодки, да, сцепились? Тормоза прилипли, называется. Назад. Подожди, я назад отъеду. Там, если что, надо литров 20. А там нету падения только бензина.
Литров 20-10, может, найдем. Ну, мне столько и надо. 20 литров мне хватило. На улице холодает. По градуснику 31, но здесь влажность выше возле моря и ветер сильнее. Сильнейший. А что получается, это первое такое место, где не было колеи, да, насыпано было, топтать пришлось. Это не топтание, мы его били просто. Раскакивают. Вот так. Ну, там место такое, что с двух сторон, как коридор, как стена, кустарник растет. Там снег не выдувается, а наоборот надувается этой поземкой. Ну, поэтому такое собралось. И ее топтать никак. Просто его бить надо. Стащил, да, он не мог выбраться, получается, с боковой. Где меньше веса, колесо крутиться начинает, и он его это колесо блокировать начинает, чтобы дать момент другому колесу. Кажется, Просто перерыв. нет. Сели, да? Мирлан заодно меня учит автомобильной грамоте, потому что я в этом достаточно плохо разбираюсь, и вот в течение дороги всякие моменты попадаются, он мне постоянно объясняет, как то, как все, как физика работает. Слишком рыхлый снег. Стой! Стой, много. Как же приятно после такой долгой дороги увидеть вдалеке огни поселка. Какая дорога неприятная. Неужели прям перед поселком? Налить? Дышит. Сейчас будем потихонечку проезжать. Вроде не сильно глубокая, вот, но это все равно водичку на морозе неприятно заезжать. Тормоза примерзают, колесики там, все дела. Помочь аккуратно. Касса не налить, а просто речка не замерзает. Речка не глубокая, в принципе, ходовая. В такой мороз любая вода — это прилипшие тормоза. Вот видите, сразу прилипли. Скорее всего, та дорога тоже в деревню приходит. Там эти ездят, большие машины. Все. Вот огни, собственно. Что удивительно, да, в каких краях, в каких местах люди живут-то. Мы добрались. Надо вот куда-то постучаться, вроде бы техника стоит. Вот такой вот в загашнике бензин есть. Нам бензин еще нужен, да? У парней слишком сильно ушло. Снегоход, бочки. Скорее всего, тут топливо есть. Снегоход вообще только на бензине работает. И поэтому они бензин на вес золота здесь.
Они, наверное, думают, что мы сегодня не дойдем. Мы приехали, у нас на дворе 12 часов ночи, никто нас не ждал, Местные ребята сказали, что ну мы не будем туда звонить, говорит, вам ехать дня 2, приедете завтра к вечеру, всех там увидите, а мы приехали сегодня вечером, вот, неожиданно. И все-таки сказали, что сюда никто не заезжал на таких машинах, поэтому они думали, что мы еще вернемся. Вот, 12 часов ночи пришлось разбудить девушку. Вот, она отвела нас к своему сыну, и мы сейчас идем ночевать в дом, просто к парню, который вот нас приютил у себя. Сейчас все вам покажем. Берем еду вкусную, у нас, как всегда, наши вот эти вот. Где мы заселяемся, там возможно пельмени сварить. Конечно, это дом, поэтому я говорю, давай берем с собой еду. В общем, сейчас вы сами увидите, что я вам рассказываю. Тут хорошо. Приезжайте, курорты Магаданского края. Вот так вот никто в нас не верил, а мы добрались. Нежданно, негаданно. Доехали до Порени. Естественно, вот каждый раз, когда мы куда-то доезжаем, местные очень удивляются, потому что на севере, которые живут в таких местах, ребята, они очень рассудительные, и почем зря не рискуют. И вот такие решения, казалось бы, какие они вот так 7 раз подумают, сделать это, не сделать, потому что, север, как говорится, ошибок не прощает. Поэтому они нас сегодня не ждали. Они видели, на каких машинах мы, они подумали, что мы до Гижги доедем, и все. Так, мы доехали. Все же тогда скептически так смотрели на нас, типа, ну-ну. Это в этом доме, да, мы будем? Что-то печка не горит. Представляешь, мы приехали в деревню на границе с Камчаткой, где живут 35 человек. У них тут садик, несколько этих садики людей, и все. Тут работы как таковой нет, школа там несколько-то учатся, и садики, и все. И тут жители в основном охота, рыбалка, вот этим. Такие живут, да, сказать. Вот всю жизнь можно жить и не знать, что на карте, вот на этой точке живут люди. Такие же, как мы. Витя, спасибо тебе, приютил нас, такую толпу в своем уютном жилище. Это бабушкина, да, ты говоришь, дом, пока следишь, чтобы не вымерзло зимой, да? Подтапливаешь и заодно живешь тут. 29. 29? Я думал, у тебя вообще где-то 22-23. Женатый? Нет. Нет еще? А чем занимаетесь тут в деревне? Ну, я работаю в бригаде. Ну, это оленеводство. Оленеводство? Это община, да? Да. Сколько оленей у вас? Где-то около 3000? Да. Большое поголовье. Так. А дикие олени тут есть? Да, вот недавно проход был. Они стада ваши не угоняют, нет? Почему половину? Ну, как половина там, ну, угнались. Вы хотите до границы доехать? Да-да, до круглого камня сколько? Будет, если отсюда, так, ну, 30 точно. 30, да. Я себе продукты привезу. Ага. Вот сюда вот ноги положим и Вот все. у меня тут Я местечко. говорю, давай я могу... О, мы приехали, нас не ждали, но гостеприимно приютили. Вот Виктор нас в своем доме. Мы очень тесненько, плотненько, но зато дружненько всей командой ложимся спать. Прям, как сказал Александр, на самом краю восточного Магадана. Первые. Спокойной ночи. Нажми плей, подожди. Чё, как спалось? Отлично. Самое главное, что в доме всегда спится лучше, чем там в машине или где-то еще. А еще и на кровати. Все, спасибо. Доброе утро. Подъем. Доброе утро, народ. Что, никто не замерз, ребята?
Хороший матрас, спасибо. Вот так, кстати, шалаши, это, оказывается, дрова. Вот вчера мы обратили внимание, везде стоят. Они их так выставляют, чтобы и подсыхали, и снегом не заметало. Верхний Парень. Небольшой и один из самых труднодоступных поселков, расположенный на северо-востоке Магаданской области. Поселок находится в тундровой зоне. Постоянных автомобильных дорог сюда нет. Связь с внешним миром в основном по воздуху или же по зимникам, но только на вездеходной технике. Климат здесь суровый, даже по северным меркам. Долгая зима, сильные ветра и короткое прохладное лето. Сам поселок появился уже в советское время, когда коренные жители постепенно переходили от кочевой жизни к оседлой. Ну, поселок, раньше здесь большой поселок. Потом все это сгорели, там сгнили, начали уже переезжать. Сегодня основную часть населения здесь составляют коряки, один из древнейших народов северо-востока России. Их традиционные земли простираются от внутренних районов тундры и до побережья Охотского моря. Жизнь многих семей по-прежнему тесно связана с тундрой. Одни продолжают заниматься оленеводством, другие – охотой, рыбалкой и традиционными промыслами. Для коряков природа не просто окружающий мир. Это часть жизни, памяти и культуры. Здесь до сих пор сохраняются знания о земле, погоде, миграции животных и жизни в условиях севера. Сегодня жители Верхнего Парения живут уже в постоянных домах, а традиционный уклад постепенно переплетается с современной жизнью. В поселке есть связь и даже интернет. Работают дизельная электростанция, детский сад и фельдшерский пункт. Продукты и топливо завозятся сезонно. Но для местных жителей Верхний Парень – это гораздо больше, чем просто отдаленный поселок. Это земля предков, родовые места, старая память и связь поколений. Переезд в большие города для многих означает потерю родного языка, традиций и связи со своим народом. Поэтому, несмотря на изоляцию и суровые условия, многие семьи сознательно остаются жить здесь. Сегодня корякский народ сталкивается с сокращением численности и постепенной утратой языка. Но именно в таких северных поселках все еще сохраняется живая связь с традиционной культурой и землей предков. Сейчас у нас будет холодный запуск. Так. Ой, какое сиденечко холодненькое. Ну-ка. Ух ты. Молодец. Что-то у нас с машиной случилось. Обороты начал подскидывать. И что-то там по капотам. Заскрипело, засвистело. Сильно? Вообще жестко. Нет, нет, там прям свист был. Был большой мороз. Масло замерзшее, смотрите. Холодно. Мы заглушили сегодня только за счет экономии топлива, из-за экономии топлива. Потому что бензина у нас в притирку. С дизелем здесь проблем нету, есть дизельная станция, а бензина нету. Поэтому мы заглушили, чтобы вернуться назад, иначе нам просто не хватило бы. Вот как результат, утром были танцы с бубным запуском. Конечно, честно говоря, глушить его не стоило, но тогда бы мы остались бы здесь при любых раскладах. Утро начинается не с кофе, а с решения сразу двух задач. Наш новенький дилерский танк в это морозное утро словил клин. Поход дела, машина здесь останется. Об этом красноречиво говорит замерзшие сталактиты на конце шупа. Теперь у нас самая настоящая недвижимость на краю земли. Задача номер 1 – эвакуация танка. С ней мы справляемся довольно быстро, созвонившись с эвенскими вездеходчиками. У нас нормально? Мы тоже машину глушили. Главное, стоит автозапуск по температуре двигателя. Температуру двигателя я ставил на +5. И машина за ночь при такой температуре воздуха, наверное, заводился раза 3.
поэтому машина тепло. Вода даже не замерзла в машине на полу. 36 градусов показывает. Задача номер 2. Ехать ли дальше одной машиной до самой границы Камчатки? Ответ очевиден. Конечно, ехать. Раз уж мы здесь, такую возможность упускать нельзя. До границы каких-то 20 километров. Но это не дорога и даже не зимний. Полное отсутствие каких-либо направлений. Сложный рельеф, ручьи и стланник. Для Тайсона без блокировок этот участок будет по-настоящему тяжелым. Но когда трудности останавливали нас? Трубку заднюю печку перетерла. Когда газуем, сильно давление идет, задняя печка не рабочая, ну, я его не включаю. А все равно циркуляция маленькая идет, минимально, поэтому по маленькой капает. Сейчас мы на тройнике заглушим зад, и все. Местная радиостанция. Ровно главное сделать. Выйду ночью в поле с конем. Ну а пока парни покоряют Камчатку, местные мужики пригласили меня на настоящую корякскую рыбалку. Сегодня у нас Алексей Дмитриевич, Александр Андреевич будут показывать настоящую корякскую рыбалку на Хариуса. Да. Речка, как это называется? Это парень, вверх парень. Парень так и есть, ага. Вверх парень. Вверх парень, да? А там будет парень, блин, на Камчатке. Вот он на приманку, называется галстук. И потом на крючок насаживаем. Искусственная икра вот. Рыбачим летом попадается красная рыба. И корку делаем, чтобы, блин, зимой ловить, чтобы приманивать. Осенью начинаем прикармливать. И она на одном месте стоит уже здесь, на этой яме. И всю зиму ездим, рыбачим здесь. Иногда бывает ниже, вверх ездим, то там тоже есть рыба. Хариус, мальма, каталка. Теперь важно правильно прикормить рыбу. Вот мне посоветовали взять такой плоский камень, найти на берегу, положить сверху икры, попрошу сейчас, и вот так вот его тихонечко опустить в воду, чтобы она утянула икру на дно с собой, чтобы она по течению не ушла. Ну и будем надеяться, это приведет себя сюда, Хариуса. Тяжело на мороз снимать, конечно, руки отмерзают, лицо отмерзает, но надо. Надо подержать на камне, да, чтобы оно... Чуть-чуть. Ага. Да, и примерзнет и вот так вот. Раз положили, чуть-чуть прихватится и все. Рыба начинает крутиться возле этого камня. Чтобы она не замерзла,
На пазуху положим. Так, по чуть-чуть ложим, чтобы сильно не объедалось. Все, икра прихватилась. Запускаем. Витя дал мне удочку свою. Вот так вот, в принципе, все просто делается. Деревянная палочка вытачивается, на нее леска. И вот у меня тоже крючок с икрой искусственной. И кусочек воротника рыбы. Сейчас на это, в принципе, можно уже пробовать ловить. Ну, а в основном маленький на перекате стоят. Карис он чуть поглубже уходит. Вы их перебираете, пробуете, он по-разному бывает? Да, вот. Это большой, наверное, слишком. Только весной можно ловить на них. Сейчас попробуем вот на этот, на маленький крючочек. Мальма. Хороший экземпляр. Голец. А? Не рестится рыба на этой речке? Да, обязательно. Ну это кита основном. Так, собачка что-то вкусное нашла. А рыба вмерзшая в лед. Интересно, нашу она не трогает, которую мужики поймали, а которую сама нашла, ест с большим удовольствием. Вот. Маленькая. Так. О, еще один. О, приманили, начало клювать. Вот это самые ценные моменты, когда ты снимаешь, и у нас клюет, и вы вытаскиваете прямо под кадр. Потому что надо еще поймать. Я пока туда-сюда бегаю, раз, мужики уже тут наловили. Пока там, пока тут. Вот надо сидеть тогда с вами рядышком. Вот еще один. Ой, такой маленький. Опа. Надо же, я... Видно рыбу? Да, вон он. Вот. Это хорош. Ну, наша рыбалка подходит к концу. В принципе, улов неплохой. Сейчас все объединим, посмотрим, сколько у нас сегодня поймано рыбы. И камера уже садится, поэтому пора, наверное, скоро ехать домой. Пойдем. Ну вот, наш улов. Ну еще у вас в рюкзаке, по-моему, да, там еще рыбки. Вы очень хорошо сходили на рыбалку. А это, как вы говорите, рыба? Да, каталка. Каталка. То есть еще одну рыбку. Поймали еще 4 вида рыб у нас сегодня. Сюда не пойдет, надо, можно чуть-чуть подспустить еще. Правее поехали. Какой тут лучше? Поехали правее. Мы так не пройдем, там Поехали, видишь, поехали, яма все, поехали. Если ты туда, ну иди туда.
Вот так подходит. Давай, давай. Пытаемся. Спускаем колеса, делаем давление поменьше, чтобы машина легче ехала по снегу. Нормально здесь. Тут нормально, тут раз, два, три, 5 метров. Вот этот заход, выход. Инерция, давай. Стоп, назад. Нас вперемешку с Пухляком и Рельеф Тайсону дается очень тяжело. Тут блокировки знатно помогли бы. За этот участок до Камчатки мы накопали столько, сколько не копали за последние 5 лет. И это при том, что снега в этом году мало. За несколько километров до границы уперлись в крутой подъем из ручья. Попытались подняться по следу снегохода, не вышло. Ушли на реку, но там были промоины. Вернулись обратно в свой след. Спасением стал старый след, ведущий к стоянке оленеводов. Еще 3 часа на лопатах, и колеса Тайсона коснулись Камчатского края. Вот так, на легковом автомобиле, в одну машину, добрались до границы Камчатки. Еще одна победа в копилку. И уже поздно вечером возвращаемся в поселок, где нас ждала баня. Сегодня Витек нам устроит праздник, баньку, но для этого надо нам поработать. А воду ты с речки, да, набрал? Да. Вот. Съездил на Буране, да, набрал? Витя не только приютил всех нас у себя дома, но еще и решил организовать для нас настоящую северную баню. И я с радостью вызвался ему помочь, ведь в таких зимних условиях это совсем непростая работа. Он коряк, ему 29 лет, хотя выглядит намного моложе. После школы-интерната отучился на механика в Магадане и даже успел там поработать. Но все же позже вернулся в свой родной поселок и сейчас работает в бригаде оленеводов. Ну а мы, конечно, очень благодарны ему за такое гостеприимство и заботу. Вы даже не представляете, какое это счастье после долгого морозного дня оказаться в горячей бане посреди тундры, на самом краю севера. Вот, сделали для экспедиции баню. Они приедут, умоются и завтра свежие телом поедут обратно к себе. Да я только напилил, сейчас затащил. Вот тут был тяжелый подъем, и там еще такая вот речка есть такая, и вот на нее там тоже так тяжело. Вот, и в итоге через на нее тут начали подниматься плохо, и по речке ушли, и там дальше поднялись. Ну что? Все нормально, все успешно. Все нормально, да. Поздравляю. Достигли границы. Достигли границы Камчатского края и Магаданской области в одну машину. Легковую машину. Тайсон красавчик. Тайсон смог. От меня привет передал? Да, конечно. Так, насколько спускались, у нас давление где-то 0,2 или 0,3. А мы скажем, где будет встреча с подписчиками. Давайте мы ему подпишем. Вот. Как зовут его? Артем. Вот он. А это его это сестра. Ну, она фанатка. И тоже вам привет передавала. Вы когда собираетесь ехать? Завтра.
Завтра. А, это вы что думаете, сразу поедете, да? Нет, он приедет, пока выгрузит. Ему же отдыхать надо. Он же сегодня приедет. Сегодня, да, он приедет, да. А где? А я ему написал, где будет. Артем, привет. Мы тут с твоей бабушкой. Передаем тебе большой привет с твоей родины. У тебя здесь, в Верхнем Парене, очень хорошо. Угу. Мне больше нравилась мужская работа, чем женская. Но потом, когда замуж вышла, уже стала потихоньку и шкуру выделывать, и вещи шить, и детям, и пастухам, и взрослым. Всем. Многому чему старики научили. Ну, как жить, всяким обычаям, все. И как надо гостей принимать. Ой, я сейчас, наверное, разболтаюсь. Хватит снимать. Хорошо, А вы Нет, не ну, давайте. мне же муж голодный будет. Вы же ненадолго. У меня есть. О, Аля, какой молодец. Давай рассказывай им, как раньше старики, а вы знаете, что раньше в стадо приезжали, когда гости, да? Ну, когда коленеводы. Костям забивали оленя. Да, сейчас. Надо сначала бочку полить, чтобы избавиться от инфракрасного жара. А потом уже накалишь. Маленькая такая, 6 камней, а такой кайф вообще, да? Это вот правильно Мирлан, да, сказал, что, говорит, очень важно, когда какие-то вещи своевременные. Вот такая баня, когда ты будешь в городе, и ты скажешь, ну, что-то вот, да, как бы так, да? А здесь вот она, это просто как будто бы там лучше, чем 5-звездочный отель со спа. Поэтому все вот своевременно должно быть. И домик, где мы сейчас живем, крутой. Да вообще, теплее, я вот сегодня огонь. ходил, прям удовольствие. Баня шикарная, люди гостеприимные, все очень хорошо. Поэтому кайф вообще. Чем дальше от Москвы, тем на самом деле лучше. Да. Не в обиду москвичам, но на заметку. Ходить в баньку в таком удаленном поселке Магаданской области, вообще на краю света практически, это нечто. Аж щипит вообще по рукам это все. Кайф. Настоящую корякскую оленину. Фильтр очень плохо работает. То ли электричества не хватает. Кто-то за водой должен доехать. Ну, готова наша оленина. Мир, а что получается? Просто этот? Просто посолил все, да? Перец, Северной не хватает. Ну, редко бывает, да? Ну, это случай, когда соединяется магаданская оленина и азиатское умение ее приготовить. Очень вкусно. И удачные обстоятельства. Ну, мы у Вити гостить будем подольше, чем планировали. Ты рад? Да. Ну, весело же. Зато погодка у нас. Оп. Ну а напоследок, друзья, давайте просто погуляем по поселку и пообщаемся с местными жителями. А раньше же больше у вас в поселке было людей? Сколько вот в советское время? У нас все дома были полные. И чем живет вообще поселок тут? Он заготавливает дрова, рыбалка и охота. Рыба, охота, летом растения собирают, Тут- ягоды. Вот тут рядом, вот, успел. И вы активно тоже рыбалка, охота, все занимаетесь, да? Тут. Ну, кушать-то надо. Ну, а сколько вам лет? 64. 64. Ну, еще сила есть, да? Бодрость? Есть. Ну, конечно. Дай бог еще много будет лет. Да, если Бог. Хорошо, что работает программа «Земский доктор». Вот здесь работает фельдшер, молодой мужчина, с Алтая приехал, уже 4 года. Говорит не просто, конечно же, это понятное дело здесь, и даже вот просто занять себя иногда нечем. Но, тем не менее, вот эта программа обеспечивает возможность жителям вот таких вот малонаселенных
сел, поселков, ну, иметь какую-то помощь врачебную. Это уже большое-большое преимущество для местных жителей. Школьники, Да. то есть они в школе учатся в Магадане и на лето сюда. Да, кто в Увенске учится, сюда потом на лето приезжает. И у вас становится население на несколько человек больше. Да. Под 40 уже. Да, у нас дискотеки проходят каждый вечер, дети эти танцуют. А, да? Да. Кстати, есть собачки очень любвеобильные. Ой, да. Ой, да, ты меня завалить хочешь. Да? В каком-то году японцев проезжали. У них камеры уже в этих меховых заделаны были. Я сам с Тополовки там родился. В 72 году после училища туда мне направление дали. Ну, здесь раньше охотиться в Испанкоде, администратником был. Тоже вот. Зайцы, там лисы, росомахи, белки, горностаи, ну все тут, что живность было. Вот охотились. А сейчас куда? Некуда сдавать. У нас 11 внучек, 7 правнучек и 1 правнук. Женская команда. А соседи с Камчатки к вам приезжают, не приезжают? Ну, конечно, приезжают каждый раз. Как вертолет за посылками приезжает. Мы туда ездим. И летом, и зимой. Но там, когда это яйкины так, инки атимат, яйкины. Вот такая вот пляшка выходит. И вот туда вот воду заливаем, хорошо, это все. Туда все уходит. И она вот циркулирует, стирает, да? Да. Получается, и слив там выходит. Да, на улице. Ух ты. Это вы сами придумали или у вас у всех так сделано? Ну, первые вот они сделали. Земляника росла, все. Помидоры, огурцы, земляника, говорите, клубника, арбузы. Да. Обалдеть. А я тоже это, ягод, семена. Вот они подсыхают, потом весной ехать. Просто сею они. А вы сами этому научились всему? Да. Никто не учил, вот просто поняли, что это можно так делать. Ну да. Тихо, ты что, борьба тут началась? Что он делает вообще? Мороженое кита, потом ее варят, жарят, собачек кормят. Принято, только ночью звонят, что-то случается, Вот не так. дай бог. А вот теперь еще туристы Еще могут приезжать. А все никто же о правах еще никто не знал еще. Если бы ладно, мы знали, тут уже подготовились как-то бы уже. Перелезли. Трое русских только живут. Остальные корейки, да? Да. Зимой холодно, а летом тепло. Пока не затопишь нормально. Я здесь родилась, в Париже. Уже сколько свои умерли, родственники, родня все. Я осталась с детьми, с внуками. Жили в бригаде, в тундре, оленей пасли, муж пас, а я дома. Мы с Витей решили еще зайти в гости к нашему, можно сказать, соседу. Хотя тут каждый сосед друг другу. Да, зовут Игорь, вот здесь очень большое хозяйство и дров, вон навезли сколько. Ну, сын помогает. Вот у них снегоходы, собачки. Все как полагается.
Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите к вам в гости зайти? Да, заходите. Меня тоже Игорь зовут. Игорь. Тезки с вами очень приятно. Это вот мама с отцом небесным, это папа. Родители ваши. Да. Мама в 14 году умерла, папа в 17. С 2000 года. Не 35, а сейчас 25, да? Да. Ну вот 25. Пошел. А откуда приехали? Мы вот с побережья, с Иллюстратова. Там вот бригада была. Вот папа там бригадиром был. Вы там родились? Да, я там родился, на побережье. То есть я там оттуда. Человек моря, да, вы? Да, такой? я человек моря, да. А сюда как? А сюда мы вот как, Чайбуха вот сформировалась. Бригада ваша, да? Да. Ну, поселок, вот Чайбуха. А, вы там жили? Да, мы там жили, у нас там совхоз оленеводческий был. А, то есть вы оленевод, получается? Бывший оленевод. Бывший. Сколько лет вы этим занимались, оленеводчеством? 13 лет я успел поработать. 13 лет. Вот, поселок распался. Родители здесь выросли, они здесь. Там их родина. Ну, по сути, это и ваша, то есть Да, родная да. земля. Хоть вы родились в другом месте, но если ваши корни отсюда, а их родители тоже здесь, наверное, Здесь да? И тоже тут вот весь род. Здесь и похоронили их. Едем вот, в Североилецк, Магадан. Мы оттуда быстро возвращаемся. Здесь как-то и охота, и рыбалка, свежий воздух. Вообще, мне кажется, у вас тут без дружных взаимоотношений не выжить, да? Все друг друга поддерживаете. Ну да, это без этого никак. У всех же хорошие здесь одному отношения. не выжить. Без Здесь поддержки. друг другу помогает. Что бы ни случилось, даже вот старики одни остаются, да, вот всегда вокруг все помогают, я так понял.